С 20 ноября вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза. Согласно ему, граждане стран ЕАЭС будут получать пенсию за период работы в других странах Союза. Документ ратифицирован Госдумой и подписан президентом России Владимиром Путиным. Работа над проектом соглашения велась с 2014 года. А в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге лидерами стран ЕАЭС было подписано соответствующее соглашение. Это соглашение также ратифицировано Арменией, Белоруссией и Кыргызстаном. В настоящий момент мы ждем действий Республики Казахстан. Надеемся, что до конца текущего года это соглашение вступит в силу. Ранее из-за различий в пенсионных системах стран ЕАЭС пенсионные права трудовых мигрантов формировались не во всех странах Союза. Соглашением установлено, что при получении пенсии одного государства-члена ЕАЭС трудящийся может также получить пенсию другого государства-члена Союза. То есть, к примеру, гражданин Кыргызстана, работая в России, платил необходимые отчисления, при этом пенсию за период работы в России не получал. После вступления документа в силу трудящиеся Союза будут получать пенсию за период работы и у себя на родине, и в других государствах ЕАЭС. Наш соотечественник Алмазбек Абсеитов обрадовался, услышав такую новость. Ему 47 лет, 10 из них он прожил в Москве. Работал на стройке, а после пандемии коронавируса устроился в одну из московских школ помощником завхоза. Трудовую книжку открыли. Официальная зарплата 50 тысяч. Получаем 43. Месяца 2 раза на карту получаем. Ну, 7600 на трудовой книжке. Алмазбек планирует проработать здесь 5 лет, а выйти на пенсию у себя на родине. Здесь будет на пенсии выходить в Кыргызстане. Ну, официально на компьютер на ней будет. И еще это официальный бумажный тоже дают трудовой книжки. И компьютерный, сказал, будет так. Стаж, на основании которого трудящиеся смогут претендовать на пенсию, должен быть приобретен легально. Но в этой связи я бы призвал наших мигрантов, наших граждан, которые хотят трудоустроиться здесь, идти именно на официальное трудоустройство, чтобы официальное трудоустройство, заключение официальных соглашений, официальное получение уведомлений официальных, чтобы эти уведомления попадали в государственные органы Российской Федерации, чтобы они в последующем имели возможность получить эту пенсию. По данным представительства Госслужбы миграции, в России трудятся более 700 тысяч наших соотечественников. Из них 400 тысяч трудоустроены официально. Стоит отметить, что документ также устанавливает право члена семьи на пенсию в случае смерти трудящегося. Мирбек Мулдакунов, Аскар Улан-Улу, Алату 24, город Москва.